На факультете вы не получаете готового рецепта для ведения вашего бизнеса. Нередко на наших лекциях вы будете слышать диаметрально противоположные точки зрения. Нашу же задачу мы видим именно в том, чтобы дать вам понимание всех процессов, происходящих в сети, все возможные инструменты для принятия решения. Я пытаюсь рассказать людям о том, как устроены интернет-проекты изнутри, и в том числе рассказать о том, как люди работают в интернет-проектах, как они строятся, откуда вообще все это берется и куда в конце концов девается. Очень приятно периодически наблюдать людей, которые 2 года назад слушали мои лекции, а сейчас запускают собственные большие интернет-проекты. С одной стороны, страшно вроде бы, потому что думаешь, господи, чему я их там мог научить за 3 больших лекции. А с другой стороны, смотришь, вроде бы ничего, как-то все потихонечку двигается, значит, все не бесполезно. Управление проектами как дисциплина стало кристаллизовываться только в последние, наверное, несколько лет. В то же время, если мы посмотрим на профессиональную составляющую, ну вот именно люди, когда они приходят на работу в качестве менеджеров интернет-проектов, и то, как они учатся по ходу действия, мы видим, что каждый делает что-то немножко по-другому, немножко по-своему. Действительно, из года в год, ну вот на протяжении 2 последних лет, что я преподаю в программе, я вижу, что уровень тех, кто к нам приходит, растет, равно как и значимость того, что они делают, своих проектов в качестве наемных работников, которые они делают. Уровень все время растет, это очень хорошо. У нас у всех большое будущее. Нам предлагают рассказать о нашем скорбном опыте. Он еще не закончится в некоторых случаях. Мы еще продолжаем работать над нашими проектами. Они очень разные. Большая часть – это деловые проекты, бизнесы, которые занимаются рекламой или интернет-операциями. А мне непосредственно, моей группе, достался проект имиджевый, связанный с карьерой велосипедиста Тимофея Крицкого. Многие ли из вас знают об этом спортсмене? Поднимите руки, кто знает. Ну вот видите, нам есть над чем работать, точнее, мы только приступили, и если вы узнаете об этом спортсмене через какое-то время, значит, что-то получилось. Мы в процессе. В настоящее время я являюсь руководителем небольшого медицинского проекта, который называется «Здоровье.Инфо». Вот, у кого под рукой компьютера могут набрать и посмотреть. Это медицинский портал. Собственно говоря, с начала обучения мы довольно-таки серьезно подняли и свои рейтинги, и посещаемость портала, благодаря нашим преподавателям, благодаря тому, что они нам говорят, как мы должны делать, благодаря тому, что мы в ходе лекционных занятий задаем еще и практические вопросы. Подчас это вопросы насущного развития бизнеса, в том числе и нашего. Иногда в этом замечательном здании на программе RMA мне случается преподавать. И тогда я чувствую свою большую обязанность рассказывать людям, как все прекрасное и интересное в нашем замечательном интернете превращается в деньги. Для того, чтобы делать на своем блоге деньги, нужно прежде всего вести свой блог как свое хозяйство. Свое хозяйство подразумевает, что тебе в этом хозяйстве принадлежит адрес, хостинг, права на все, включая дизайн и содержимое. Что ты управляешь там рекламной политикой. Потому что это то, чего от тебя ждет рекламодатель, с которым ты собираешься деньги заработать. И путь развития любого блога в естественных условиях американского капитализма, он, в общем, абсолютно предсказуемый. Это путь эволюции в сторону от блога, как от дневника одного человека, от мыслей и записок одного человека или 2-3 людей по одной и той же теме. Эволюция в сторону появления большой аудитории, появления рекламных бюджетов, появления потребности в увеличении page views, да, соответственно, постепенно появляется редакция, постепенно появляется структура, которая ничем принципиально не отличается от структуры любого